доспех, как вы видите, он ржавый. С тех пор он остался, я так чищу его. Мне сказали почистить доспех, и я как-то после тренировок устал очень сильно и зашел в номер свой и заснул, а доспех остался на улице. И у нас в горах, как видите, климат, он такой непредсказуемый. И на улице, когда остался, накинула роса, и доспех начал ржаветь у меня. И на второй день я уже проснулся, уже автобус ждал меня, я собрал еле-еле свой доспех и спустился уже вниз, где проходят бои. Я одел этот доспех, и вот мой менеджер посмотрел на меня и сказал: вот выйдешь ржавым, будешь рыцарем. И я сказал: ржавый, не ржавый, я покажу себя, насколько я ржавый на ринже. 16 июля 2016 года состоялся один из самых зрелищных и ожидаемых боев на турнире М1 Challenge 69 по правилам исторического фехтования. Виталий Кравченко из Москвы и Рустам Кукурхоев по прозвищу «Ржавый рыцарь» сошлись в поединке на мечах, облаченные в 40-килограммовые доспехи. Этот бой вызвал массу эмоций у зрителей пятой битвы в горах. Тем более ингурский боец показал в поединке, что мечом и щитом он владеет очень искусно. Победу Рустама Кукурхоева, уложившего своего соперника во втором раунде, была встречена овацией. В историческое фехтование я перешел, я увидел, как-то у нас битва нартов, участвовал наш земляк, первый турнир он показал, один из первых. Увидел, я думал, почему бы не развивать у нас этот вид спорта. И я попробовал посмотреть себя там в этом виде спорта. И когда я ехал на сборы в Москву, там хороший тренер у меня был, Сергей Уколов, пятикратный чемпион мира. К нему в зал Боярд, Артемий мой был как менеджер и как тренер. И мы с ними, хорошая команда была. Я хотел как-то поблагодарить их тоже за поддержку, за тренировки, за труд, который они вложили в меня. И так республика мне помогла выехать. И оттуда мне предложили бой в битве в горах. 5, по-моему, если не ошибаюсь, было. Спустя уже полгода после дебюта Рустам Кукурхоев выходит на следующий поединок на турнире по смешанным боевым единоборствам М1 Challenge 76. В бою по правилам исторического фехтования «Ржавый рыцарь» скрестил меч с представителем Украины Александром Андреевым. Спортивная карьера Рустама началась в одном из залов города Назрань. Как и многие начинающие спортсмены, Ржавый мечтал добиться больших высот в одном из самых популярных видов единоборств – дзюдо. Ну, когда первый у нас в республике, тогда не было такого выбора, как сейчас. М1, там, грэпплинг, джиу-джитсу, вообще не знали, что только там было пара школ, дзюдо, борьба, карате, кунг-фу, вот такие виды спорта были. И как бы я занимался в карате у Джандига Магомеда в 3-м школе.
Мы как утром вставали, сразу закидывали в сумку кимоно, борцовки, перчатки и, короче, первую попавшую школу туда и заходили. После отъезда в Бельгию Рустам долгое время пробовал себя в различных видах боевых единоборств. После участия в десятках турнирах по самбо и дзюдо наш боец решил попробовать себя в бразильском джиу-джитсу. И не прогадал. Звание чемпиона Бельгии не стало пределом. Спустя пару месяцев Рустам встает на самую высокую ступень пьедестала, уже на чемпионате Европы. Переехал в Европу в 2005 году, начал заниматься, тренироваться. Тогда у меня дядя там живет уже давно. Он, ну, как вы знаете, Магомед Кукурхой, 7-кратный чемпион мира по дзюдо. К нему поехал и там начал уже заниматься по джиу-джитсу. Так как у меня дзюдо не получалось выигрывать всегда первые места, вторые места. И поэтому я нашел для себя джиу-джитсу, японская школа там была. И начал тренироваться, и по воле Всевышнего получилось так, что на Европу попал. Выиграл эту Европу в Бельгии, в Брюсселе. Ну смотри, ты переехал в Европу, и не тяжело было тебе адаптироваться, то есть прям местный колорит? Не, ну да, первый год, полтора было чуть-чуть тяжело из-за того, что менталитет там вообще другой, не как у нас, люди по-другому там. А так, я думаю, человек везде, если захотеть, он обознуется, как бы. Было трудно, да, с языком мне было трудно, как бы, изначально. Но я с братом двоюродным ходил в зал, если что-то не так, он всегда переводил, и тренировались вот так вот. В 2015 году Рустам возвращается в Ингушетию и уже в родных стенах продолжает свою спортивную карьеру. После нескольких поединков в ММА и участия в турнирах по боевому самбо Рустам начинает покорять рыцарские турниры по историческому фехтованию. В 2018 году «Ржавый рыцарь» выходит в Колизей чемпионата страны и, проведя несколько зрелищных боев в свойственной для себя манере, становится чемпионом. В каждом поединке Рустаму приходится выдерживать дополнительные 40 килограммов в виде железных доспех, которые расходуют вдвойне больше энергии. А лучший способ развивать выносливость – это тренировки горной местности. Если вы решите выехать в Жайрасский район, то вы наверняка встретите там «Ржавого рыцаря». Как вы видите, тут воздух другой, тут 2420, по-моему, над уровнем моря, да, если я не ошибаюсь. И как бы тут, если обосноваться, почему я сюда прихожу, потому что битва в горах, когда мы тут проходили сборы, было очень трудно адаптироваться воздухом, климат другой. Тут легкие у тебя как бы дышат спокойно, а вот устаешь ты быстро. И поэтому адаптироваться сюда прихожу, как бы, вот допустим, сегодня даже взять, мы потренировались чуть-чуть, да, уже чуть-чуть трудновато, потому что сколько времени на равнине, и раз поднялся, пробежали там пару-тройку километров, но все равно не то уже. А так, я думаю, в горах тренировать это самое то, потому что
Это у тебя мотивация другая, как бы, и места, где наши как бы прадеды все жили, это все как бы тут не устаешь ты хочешь, знаешь, прям поднимается дух, сила воли, и идешь дальше и в прибеге, и как бы на тренировке. Стать чемпионом в одном виде спорта – это не про Рустама Кукурхоева. Совсем недавно наш боец начал пробовать себя в тяжелой атлетике. Позади пара месяцев кропотливых тренировок, а впереди несколько серьезных турниров, в которых Ржавый решительно намерен побороться за самую высокую ступень пьедестала. После завершения бойцовской карьеры многие спортсмены уходят в тренерскую деятельность, но наш рыцарь не стал этим ограничиваться и решил продолжить профессионально выступать на различных турнирах международного уровня. Первые 1,5 года вообще у меня не получалось выигрывать. Я проигрывал, потому что джиу-джитсу для меня было как-то новшество, новый вид спорта. Да, я со стойки бросал, а вот в партере они болевые, джиу-джитсу, это там в основном заканчивается в партере, удушающие, болевые и все остальное. И вот, непривычно, да? Да, изначально был, а потом уже у меня был Йохом тренер, бельгиец, как он мне сказал, он всегда подошел, говорит, всегда мне одно и то же твердил: если ты хочешь достичь больших целей, возьми один прием и обучи его с 5 плюсов, и везде у тебя, ну, как бы с любой позиции она у тебя получит. Также я научил прием анаконды, как бы он и в Европе мне он помог, когда выигрывал, и так сейчас на соревнованиях всегда я выхожу с этого приема. Совмещать бойцовскую и тренерскую карьеру задача не из самых легких, но Рустам никогда не искал легких путей и мечтает в будущем стоять в тренерском углу, когда после побед в различных соревнованиях будут поднимать руки его подопечных. Да, я преподаю детям джиу-джитсу, грэпплинг. И сейчас я тоже тренирую для себя. Я не останавливаюсь на одном виде спорта. Я хочу везде посмотреть. Сейчас я перешел в пауэрлифтинг. У нас будет чемпионат России. Недавно я СКФО отборочно прошел. Сейчас будет 30-го этого месяца, 30-31 чемпионат России. Я думаю, покажу хороший результат, потому что если человек как бы на одном зацикливается, ему скучно бывает, мне так кажется. И поэтому я хочу себя попробовать в каждом виде спорта, на что я способен. И как бы я не думаю, что лишние медали для меня будет помеха. Рустам Кукурхоев давно является одним из самых известных спортсменов не только в Ингушетии, но и далеко за ее пределами. Добиваться больших высот в спорте и всегда оставаться скромным – черта, свойственная только настоящему чемпиону. Рустама я знаю очень давно, очень хороший, порядочный парень, хороший спортсмен. Вместе занимались долгое время, также видимся, давние друзья, так сказать. Очень за него болею, всегда переживаю, желаю дальнейших ему успехов, конечно же. Насчет фехтования, это очень интересно, я сам смотрел с удовольствием, видел его первый бой и последующие. Также слежу за всеми событиями. Думаю, еще увидим не раз, конечно, будем за него болеть, поддерживать. Я с Рустамом знаком, наверное, почти 10 лет уже. Без малого. Впервые он появился у нас бытность моей службы управления Федеральной службы судебного пристава. Мы тогда комплектовали команду для участия в турнирах по комплексу единоборству. Вот тогда он впервые появился. Он, если я не ошибаюсь, базовый дзюдоист. Но Рустам, вот говоря, если так характеризовать его в целом, Рустам я сказал бы, что он такой разносторонний, талантливый, не только как спортсмен, как личность вообще. В нем очень много интересного. Он, мне кажется, даже есть такие, наверное, сферы интересные, имеющие отношение к спорту, в котором он себя проявит еще лучше. С ним очень легко. Я думаю, что вообще у него очень хорошая перспектива, как у тренера. Потому что, во-первых, он всегда полон таких всяких замечательных идей. Вот. Ну, идей у нас у всех есть, у многих. Но при этом он еще понимает, как эти идеи дальше продвигать в реальность. Вот что выгодно отличает Рустама. И сам по себе очень такой конструктивный, в общении очень легкий и вызывающий симпатию. Как тренер, как боец человек. Я думаю, что все-таки у Рустама
Рустаму следует сконцентрироваться на работе в зале. У него очень хорошие перспективы, повторюсь еще раз. Вот. И как боец в те годы, в тех турнирах, где он выступал, то тоже был очень интересен. Я думаю, что вообще на таких, как Рустам в целом, на людях с воображением, с позитивом, на людях, которым это интересно, не на словах, а на деле, стоит и будет стоять, и дальше двигаться будет вся наша индустрия в целом. Главный тренер бойцовского клуба Малгабек Баширгагиев не раз находился в секундантском углу во время поединков «Ржавого рыцаря» и считает Рустама одним из самых скромных и отзывчивых бойцов. Рустам Кукурхоев, да, наш «Ржавый рыцарь», он пару раз приходил в наш зал, тоже давал мастер-классы, он чемпион Европы по бразильскому джиу-джитсу, выступал на таких турнирах, как в «Битва в горах», по историческое фехтование. Мне доводилось быть его секундантом на этих боях некоторых. Очень хорошо выступает, очень хорошо дерется. Чисто очень волевой парень, хороший сам как человек, ответственный, дружелюбный. Мне кажется, очень интересный вид спорта. Я думаю, если бы открыть эту секцию у нас в республике, это приобрело бы массовость для наших, для войнахов. Очень такой интересный вид спорта. Это борьба на мячах. Я думаю, было бы хорошо. Тем более у нас есть такой боец, как «Ржавый рыцарь». Ингульские спортсмены каждый год завоевывают все более значимые награды в различных видах спорта и золотыми буквами вписывают свои имена в истории страны. Именно к таким личностям можно отнести и Рустама Кукурхоева, который день за днем отстаивает честь своего народа, успешно выступая на соревнованиях мирового уровня.